Вы смотрите новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в этом выпуске. Мыло ручной работы, шкатулки, ежедневники и многое другое, что представили самозанятые. В Якутске проходит традиционная ярмарка подарков. 9 мастеров из разных районов республики в Татинском улусе организовали республиканский конкурс ледовых скульптур, посвященный Году матери. Широкая масленица проходит в столице Южной Якутии. Наш корреспондент подробно расскажет о мероприятии. 2 единицы демилитаризированной техники доставили в Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в столице республики. Это зенитные самоходные установки для экспонирования в виде памятников. Всего из подразделения Восточного военного округа будет поставлен 16 единиц ракетно-артиллерийского и 12 единиц бронетанкового вооружения. Центры военно-патриотического воспитания «Авангард» создаются во всех регионах страны на основании поручения президента России Владимира Путина. В республике он открыт на базе Якутской кадетской школы-интерната. 6 миллиардов рублей выделили на поддержку льготных кредитов для бизнеса. Правительство России выделило более 6 миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса в текущих экономических условиях. Речь о программе кредитования, которая была запущена для сохранения рабочих мест в самых пострадавших в период кризиса отраслях экономики. Максимальный срок кредита – 1 год, максимальный размер ставки – 3%. Главное условие предоставления кредита – сохранение компании 90% рабочих мест. Кроме того, дополнительно 12 миллиардов рублей направят на поддержку программы льготного лизинга сельскохозяйственной техники. В Кабмине уточнили, что более трети всей новой техники, которую ежегодно закупают российские аграрии, приобретается именно в лизинг. В предпраздничные дни в Якутске проходит традиционная ярмарка подарков. В этом году несколько мест на ярмарке через портал «Мой бизнес» были распределены между самозанятыми предпринимателями столицы. Мыло ручной работы, вязаные шапочки, шарфы, шкатулки, ежедневники. Вот далеко не полный перечень продукции, которую на ярмарке представили самозанятые. Почему начинающие предприниматели предпочитают работать открыто и регистрируют себя в статусе самозанятых, узнавал Александр Хавренко. Начать свое дело, наверное, мечтают многие. Перестать наконец-то работать на дядю, открыть свой бизнес. Научиться что-то делать своими руками, завести страничку в Инстаграм и наладить реализацию товара. И все чаще начинающие бизнесмены выходят из тени и официально регистрируют свою деятельность в качестве самозанятых. Так поступила, например, Алена Ганеева. Сидя дома с маленьким ребенком, она вместе с мамой и младшей сестрой начала небольшой бизнес, связанный с декупажем. Это все ручная работа, делает эта мама, у нее на одну шкатулку где-то около, наверное, месяца ушло работы. Там просто очень долго надо было делать. Разные шкатулки, разные деления, разные оформления внутри, снаружи. Где-то эпоксидная смола нужна, где-то просто лакировать долго нужно. Вот блокноты тоже состаренная бумага, это все надо долго делать. Как только появился первый интерес со стороны покупателей, Алена решила, что будет продавать свою продукцию только официально. Буквально зашла в приложение «Мой налог». Ну, единственное, там вначале почитала информацию, что надо, как надо. Вот, может быть, день-два посомневалась, там, приняла решение, ну и оформилась, соответственно. Так-то как-то хочется работать, хочется что-то делать, но не хочется работать на кого-то. Тоже надо оформить как-то доход правильно, наверное, так сказать, чтобы по закону было все. Анна Бельджанимаева начала с маленького бизнеса по изготовлению брелоков. Тогда это был дополнительный доход к официальной работе. Со временем предпринимательница освоила новое направление и полностью посвятила себя бизнесу. Почему я стала самозанятой, решила стать самозанятой? Потому что людям уже за 50 лет в наше сложное время очень сложно стало найти работу. И начинала я с дополнительного дохода. Раньше делала брелоки, год с номера авто называются. И постепенно как-то я начала вливаться в эту сферу предпринимательства. Мне понравилось, стала задумываться, как мне стать предпринимателем. Как-то остановилась на мыльных розах, потому что они сейчас в тренде, потому что они схожи на живые цветы и пользуются популярностью. Подобные ярмарки – отличный способ начинающим самозанятым предпринимателям заявить о себе.
На первых порах очень сложно найти свое место на рынке. Когда я стала самозанятой в прошлом году, я решила, все-таки думаю, из дома как-то, наверное, сложнее, что клиентоориентированности не будет. И решила арендовать место. Арендовала я место, значит, в Саха экспоцентре. Но для меня это вышло дороговато. Все-таки я поняла, что для самозанятых, которые только-только начинают, очень сложно сразу вступать в аренду. Получается, что работаешь только на аренду. Поэтому я убежала оттуда и стала из дома снова работать на онлайн. Интернет-магазин открыла в Инстаграме. Ярмарка с участием самозанятых – не разовая акция. Портал «Мой бизнес» и в дальнейшем планирует подобные мероприятия, на которых начинающие бизнесмены смогут заявить о себе и выйти хотя бы на городской рынок и получить стимул для дальнейшего развития. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. В Татинском Улусе литературно-художественный музей ТАТА организовал республиканский конкурс ледовых скульптур, посвященный Году Матери. Всего приняли участие 9 мастеров с Верхневилюйского, Мегино-Кангаласского, Тампонского и Татинского Улуса. По итогам двухдневного конкурса 3-е место занял участник с Верхневилюйска Леонид Афанасьев. 2-е место досталось педагогу станции юных натуралистов села Итыкёль Василию Назарову. А победителем конкурса стал житель Мегино-Кангаласского Улуса Дюлустан Марков. В прошлом году мы организовали конкурс внутри района, и тогда еще наметили планы, что вот в будущем сезоне мы будем организовать республиканский конкурс ледовых скульптур. И на этот раз нам удалось пригласить мастеров других районов. Наш район уже начинает весенний сезон музейной сети. Чуркёвский музей, Итыкёльский музей уже начинаем весенний сезон. В нашем музее еще для посетителей будут представлены именно горки для катания, различные аттракционы весенние и музейные экскурсии по музейным объектам. Алмазу присвоили имя героя социалистического труда из Чурапчинского района Екатерины Новгородовой. Алмаз с массой более 62 карат был добыт в прошлом году на месторождении трубки Заполярная. Екатерина Новгородова за выдающиеся достижения в овощеводстве награждена орденами Трудового Красного Знамени, Ленина, Октябрьской революции и золотой медалью «Серп и молот». Является почетным гражданином республики. Проект «100 именных алмазов» к столетию ЯССР начал реализовываться в 2019 году с присвоения одному из крупнейших алмазов имени одного из основоположников якутской литературы Сафронова Алампа. Широкая масленица проходит в столице Южной Якутии. После длительного карантина это первое массовое мероприятие с народными гуляниями и шествием, которое приурочено к столетию республики, Дню народного мастера и Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Все подробности у Ирины Ждановой. Центральный городской парк многонациональный Нерюнгри присоединяется к историческому событию – национальному шествию. Колонны представителей разных народных общин района единым строем выступают с транспарантами, флагами и культурными атрибутами. Очень символично, что это мероприятие сегодня совпало с таким весенним, хорошим, позитивным праздником, Днем Масленицы, который сегодня отмечает здесь, в Нерюнгринском районе. Приглашаем всех посмотреть это яркое, красочное событие. 27 апреля, в день столетия Якутской АССР, мы проведем уже 2-е районное шествие, более расширенное, с участием не только представителей национальных общин, но и всей общественности Нерюнгринского района. Девиз сегодняшнего шествия – «Единым шагом по родному городу». Ведь именно единство отличает Нерюнгринский район, где проживает более 100 национальностей. Вот в таком составе колонна выдвигается на площадь Ленина, где уже начались народные гуляния по поводу Масленицы. Ровно в 13:30 начнется массовый осохой, в котором примут участие представители национальных общин и, конечно, все желающие. В это же время на площади уже звучит музыка, развернулись торговые палатки. После долгих ограничительных мер жители собираются, чтобы вместе отметить широкую Масленицу. Настроение отличное, все очень организовано, хорошо. Приятно представлять нашу бурятскую общину. Вообще всем пожелать охота праздника, веселья, чтобы был позитив. Очень празднично, очень радостно и прямо хочется
весь мир обнять. Очень здорово. Поздравляю всех с Масленицей. Наконец-то после долгого карантина все встретились все общественники, общины. Весь город вышел сегодня в замечательную погоду. Наконец-то мы все снова, самое главное, всем здоровья, мира, тепла, любви, ну и, конечно же, понимание друг друга. С праздником! Настроение супер, класс. Сегодня вот шествие ходили, на Осохе были. Праздник очень нравится. Настроение у нас отличное, погода прекрасная. Поздравляем всех с праздником. Желаем всем хорошего настроения. Традиционный хоровод «Осохой» собрал представителей всех народностей и гостей праздника. Танец дружбы и единства гостеприимной якутской земли. Кульминация Масленицы – сжигание чучела, как символ ухода зимы и наступления весны. А в это время на площади продолжился праздничный концерт, игры и угощения горячими блинами. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. У православных христиан начинается самый длинный и строгий Великий пост. В течение 40 дней верующие должны воздержаться от употребления белковой пищи – это молока, яиц, мяса и рыбы. Но для жителей Севера в пищевом уставе сделано послабление и разрешено употреблять в пищу рыбу. Но все же предпочтение в эти дни отдается крупам, овощам и фруктам. Кроме того, в этот период принято воздерживаться от посещения увеселительных заведений, проведения торжеств и праздников. В храмах в эти дни проходят особые службы. Великий пост – это один из 2 периодов подготовки к одному из главных праздников – празднику Великой Пасхи. Великий пост – это время более глубокой молитвы. В эти дни в храмах идут особые, ни на что не похожие службы. Вот, например, с сегодняшнего дня и до четверга по вечерам в храмах, вот в Преображенском соборе в 18:00 совершается чтение Великого покаянного канона преподобного Андрея Критского. А в воскресенье ближайшее, первая неделя Великого Поста, заканчивается, воскресенье называется торжество православия. Вот в этот день совершается особый чин торжества православия. Чурон Федерации по стрельбе из традиционного лука забрали хозяева соревнований. С 4 по 6 марта в Намском Улусе собрали лучников республики на ежегодном Чуроне Федерации якутской национальной стрельбы из традиционного лука. В престижном турнире приняли участие 112 спортсменов из 14 сборных команд республики. В командном итоге Чурон остался у команды Намского Улуса. 2-е место досталось Чурапчинскому Улусу. На 3-м месте Мегино-Кангаласский Улус. Абсолютным победителем среди мужчин стал Борис Баишев из Чурапчинского Улуса. Среди женщин – спортсменка из Усть-Алданского Улуса Надежда Прокопьева. На этом у нас все. До новых встреч в эфире.